Тай-дай-дай-дай. Так, что нам надо? Что-то мы, наверное, возьмем палочки. Палочки возьмем. Да. Удочка не надо. Прикормка. Прикормку что, возьмем или не возьмем? Прикормку возьмем или не возьмем? Вот такую кукурузу обязательно возьмем. Меласа у меня еще банка. Нормально. Ребята, всем привет. Ну что, конец мая дает жару, ребят. Кстати, с первый день лета, 1 июня, там всех с праздничками, там праздников много, День защиты детей, вроде каких-то разных, но не факт. Погода, ребят, дрянь. На юге Республики Коми дожди, причем проливные. Я только в телеграм-канале или там в Максе только посты кидаю, просто льет и льет, льет и льет. Здорово, братва. Ну вот, в общем, вот так вот все льет и льет. Вчера еле выехал с рыбалки, приехал насквозь сырой. Сегодня ячмень под глазом. Короче, вот такая неделя, ребята, представляете? Да, он, конечно, прекращается периодически, но все равно очень мощный объем воды. Реки сейчас сдуются. Будет полный пиздец. С рыбалкой пока, наверное, завязать придется. Зато грибы, наверное, пойдут. Все-таки тепло. Да. Давай беги, ёптать. Не успеешь. Прыг-скок, 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 прыг-скок. Что думаете, сырой, нет? По-любому сырой. А уже бесполезняк, можешь просто идти. Так, ребят, доброго дня. Ну что, у нас, в принципе, ничего не меняется. Да, даже галчонок сидит и говорит, как это все заебало. Погода, ребята, жопа. Вот такие лужи, все залито. Такие дела. Так, ребят, доброе утро. Ну что, ничего не меняется. Затянуто просто все. Льет. Льет и льет. Даже печки затопили. Замерзли. Ну, там основная деревня, так скажем. Да. Это, конечно, жесть. В общем, дела кошмар, ребята. На рыбалку возможности никак. Были такие походики, ну, вы видели, да, ребят, там троллинг возле деревни, там на Изя выезжал, тоже там на закидушке. Ну, там прогальчики есть такие, вот 2-3 часа, вот, допустим, сейчас вот тоже с утра прогальчик, с обеда вроде как тоже ливанет. Вот. Ну и в целом
Позавчера ездил откачать лодку. Лодка просто литров 100 воды. Ну и так, думаю, до дождя потроллингую. Кошмар, ребят, на реке. Просто малые реки из берегов в ручьи. Короче, половодье. Летнее половодье. Помню, какой-то год такое было у нас. Ну, короче, жопа. Здесь она поднялась, ребята. Вот даже граница сейчас, смотрите, будет видно. Мутная вода и светлая. А вот она видно, вот бьет струя. Я даже встану, чтобы было наглядно. Смотрите, ребят. Жесть. Да. Вот здесь уже все более-менее. Короче, делать там нехрен. Будем ходить по этой речке. Потому что такое течение бешеное, выход. Хо-хо. Блин, не дает рыбачить, ребята. Затянуло опять все. Походу домой валить надо. Промокну сейчас весь. Достал дождь, достал, честное слово. Есть, ребята, поклевочка. Опа. Есть щучка. Щука же вроде, ну да. Нормально, едовая. Заберем. Опа. Есть контакт. Тихо, мать. Есть контакт, ребята. Жопа полная, ребята. Все. Опять ни хрена не видать. Вот так и живем, блин. Ё-моё. Вот такая обстановка, ребят. По прогнозу до 8 июня вроде вот такая вот будет зараза. Соответственно, подъем воды, ребята. Рыбалки нет. Все затопило. Ну, понятно, сейчас и трава, все вот эти кусты, сейчас жучки, паучки, рыба сейчас сыта. Не знаю, как это все будет, ребят, происходить в дальнейшем. Но пока на реке делать нечего. И то есть я думаю, ну что делать? Дела вроде все сделали, огороды посадили. Все, дома порядок. Слава богу, отстрелялись. Ну и тут, алло, Руслан. Созвон на мегафон, короче, ребят, собрался ехать к Руси. У нас было по плану, конечно, карп. Хотели с братульцом, но, к сожалению, не получилось. У него там дела, у меня тут супруга уезжала. Короче, никак не смогли мы тут скомбинироваться. По билетам сейчас никак не заказать, билетов толком нету. В общем, ну и тут Руслан на связи. Я говорю, братик, давай, говорю, что там мутить. А у него как раз рыбалка хорошая. Как ни странно, ребят, дальше на севере хорошая погода закрепилась. Даже там около 30-ки у них. Офигеть. Ну и в целом вода падает, рыба идет. Ловит езя. Прям душит, а не ловит. Ну и, короче, поеду я к нему на недельку, ребят. Что-нибудь подвигаемся. Половим язиков. Возможно, щуку. Может, какую-то благородную рыбу в плане харюза. Ну, не знаю, ребят. Ну, в плане езя, ребят, я вам покажу, как на севере клюет язь. На что он клюет. И как его можно добыть там в районе часа. Если здесь у нас тут плюс-минус там за рыбалку можно штук с десяток поймать, это уже хорошая рыбалка.
то там, ребята, можно его душить очень плотно. Завтра, ребята, у меня поезд в 7 утра. Выезжаю с Сыктывкара, еду на скоростном, на сидячем месте. 8 часов, в 3 дня я буду уже на Печоре. Ну, буду в городе Печора. Руслан встречает, закупаемся. В общем, ну, это другая история. А пока сборы. Тут созвонился, что взять. В общем, опять же, неохота брать лишнего, тащить туда, да. Потому что, ну, не на машине, на поезде, это не очень удобно тут таскаться все с этим делом. Ну и в целом, как бы, охота тоже рыбачить на свои снасти, что-то привезти. Вот. Такие дела. Так что, ребят, сейчас пакую немного вещи. Ну и, как обычно, показываю, рассказываю. Вот. Что с собой беру, какие вещи беру. Как бы для кого-то это, конечно, не очень интересно. Но в целом, рыбалка, ребята, она вокруг. Она не только, когда ты на точке, ты достаешь рыбу, она вот именно вот в этом процессе. Тем более ехать, ребята, не ближний свет. Ну, в общем, такие дела. Так что весной там были. Шикарно мы закрылись по зимней рыбалке. Кто смотрел, тот видел. Ну вот сегодня, ребята, я собираюсь уже по жидкой воде. Такие дела. Все, давайте начнем, ребята. Я думаю, опять будет мини-сериальчик такой. С разными выходами, с разными рыбалками. Будем что-то готовить. Ну и, в общем, я буду, наверное, скорее всего, жить, опять же, у Руслана на кордоне. Вот. В прошлый раз там писали, что кинул тебя, не кинул. Ребят, все нормально. Там были у человека домашние дела. В общем, а я что, маленький человек. Там есть печка, есть койка, есть электричество. Так что я там нисколько там не грустил и не унывал. Это нормально, в общем. Ну так, что-то, ребят, достал тут. Не знаю, надо как-то загрузиться. Вот. Спинник обязательно буду брать, потому что ясь уже берет на блесну. Ну и щуку, харюза, может, порыбачу. Ну вот возьму джиговую палку от Наутилуса. Империал. До 50 грамм. Ну, я показывал, я сейчас на нее тренинговал, кстати. Есть у меня такой тубус. Очень удобно, ребят, как раз для таких походов. Каких-то переездов. Вот, потому что, ну, палки можно сломать. Так, ну и, в общем, закидушки. Те же закидушки. Это тоже от Наутилуса. Батлер AFD. Палки, ребята. Палочки. Вот, если у меня там те снаряженные уже, то вот эти новые. Я их брал на карпа. Тут у нас уже 2,70, в общем, длина. И у нас тест 150 грамм. Две палочки, ребятки. Тоже их возьмем. Это как раз будем рыбачить с лодки, с берега. Пару палок, больше не надо. Там у меня вон заряженные, стоят с катушками, я их не разбираю. Но здесь вот, в общем, возьмем вот эти. Так, в тубус они у нас залазят. Отлично. Две палочки, выручалочки. Готово. Пару, наверное, возьмем этих стоек. Лишним не будет. Как вы думаете? Я думаю, лишним не будет. Отлично. Все, тубус готов. Вот так поеду. Уже не переживаю, что что-то с ними станет там. Палки, потому что самое главное не сломать. Так, будем грузить катушки. Беру катушки, катушечки. Новые сумки как раз. Сейчас что-нибудь загрузим. Так, это подспинник возьму. Две с запасом, мало ли одна выйдет из строя. Так, ну и под закидушки фидер на 6000-е. Арген фидер. Вот они у меня под фидером ходят. Шикарные катушки, тоже от Наутилуса. Одно время прибарахлился хорошо. Вот.
Это мы загрузим сюда. Катушки тоже будут у нас нормально себя чувствовать. Так. Антикомарин. Ну, с Русланом списались, вот что такое необходимо. Маленькие блесны под Хариуза возьму. Тут у меня как раз комплект такой собранный под езя, под Хариуза. Вот. Есть вот такая штука, ребят, у меня. Сумка карповая. Садок брать много места занимает. А здесь вот такая сумка. Специально карповая. Огромная. На молнии. Вот, видите. С ручками это можно взвешивать, этот Миненко. Вот. Много места не занимает. Как бы. А как садок может выручить. Также с лодки там положить. Или с берега. Не знаю, короче, возьму. Пусть будет. Потому что может я один буду рыбачить. Руслана тоже дела там. Это мы тоже. Так, грузила запасные, запаска, поводки. В принципе, все. В принципе, все. Сумки. Вот. Это возможно под рыбу. А, кстати, кукуруза. Прикормку Руслан сказал, брать не нужно. Это печора, детка. Такие дела. Это печора, детка. Там не надо. Вот. Возьму такую сумку большую. Это, может, обратно рыбку повезу. Вот. Новый у меня гермосумка такая через плечо. Тоже удобно таскать. Братулец мне подогнал. Еще новая. Огромная. Не знаю, возьму. Может, вещи какие-то повезу в ней. Вот. Ну, в общем, как-то так. Так. Возьму, ребята, я друзей. Червей надо много. Тут запасики есть кое-какие. Понятно, что можно на кукурузу рыбачить. Ну, так, чтобы червь тоже был. Чтобы там не копать, не заморачиваться. Я думаю, довезу. Ничего страшного. И все. Порядочек. Думаю, по вещам, что взять с собой. Ну, там вроде как погода и нормальная, но на севере, ребята, если северяк задует, то можно в июне и шапку одевать. У меня тут как раз новый костюмчик. Появился новый шмот. Вот. Ну, так-то он, в принципе, ну, не для лета. Ну, в целом, скорее всего, одену его и возьму. В общем, поеду в Навьей. Будем тестировать. Распаковка, ребята. В общем, костюмчик, ребят, мне предоставила компания Sina. Вот, на тест. Сам руководитель Сергей Сорокин. Охотник с более 15-летним стажем охоты. В общем, охотился везде и на Камчатке. И специально по своему, так скажем, по своим задумкам изготовила компания вот такие сейчас костюмы. Красота. Все упаковано грамотно. Sina Gear. Откроем, посмотрим. Ай, ништячки, ребята. Шапочка
Вот такая тоненькая. Ну это, конечно, бомба. Смотрите, ребят, носочки, термоноски. Это уже бонусом носочки кинули. Тоже от производителя. И перчаточки. Красота. В общем, конкретно, ребят, тут материал я не буду сейчас рассказывать. Я лучше оставлю ссылочку. Кому интересно, почитайте. Ну, шмот, ребята, не из дешевых. Сразу вам скажу. Вот. Ну, общался с ребятами, которые уже использовали данные костюмы. Как раз вот эту весну. Сказали, что очень-очень все круто. Сделано прям для людей, как говорится. Так, ну что, давайте посмотрим, ребята. Ай, красотища. Ай, красотища. Вот такой, ребят, костюмчик. Вот такая шея. Взял, не знаю, сразу побольше, потому что частенько бывает, что как бы заказываешь под себя и что-то не совпадает. 2 кармана грудных, тракторная молния, сразу видно, здесь она, от дождя, я так понял, видно, с такой, и такой плотный, ребят. Мембрана, 2 грудных, класс. Манжеты на липучках, можно утянуться. Ну и вот здесь, смотрите, ребят, подмышки открываются. Это для продыха. Это для продыха. Вот такая куртейка. Смотрите, все, ребят, тут этикеток только вот под каждую. Ну да, вот. Конкретно я не буду, ребят, сейчас тут умничать. От дождя все вот, все пропитки, все слои. Офигеть. Смотрите. Ну и вот заплаточка. Мало ли. Ну вот шея, конечно. Капюшон. Блин, сделан просто этот. В общем, дождевик, я так понимаю, мне брать не стоит. Все в таких пакетах. Ну и штанишки наши. Штанишки, ребята. Боковые карманы. Карманы на ляжках. Тоже такая закрытая молния от дождя. Здесь ремкомплект. Запасные пуговицы, клепки и так далее. И здесь тоже, ребята, по краям полностью, смотрите, можно расстегнуть. Здесь получается у нас заклепка. Можно отрегулировать, видите, в 3 положения. Полностью открыть. Охренеть. Это круто очень. Кто шарит по дорогому мерчу, он понимает, да, вот эти вещи. Можно одеть, расстегнуть. Попа вот такая у нас коричневая. Ну и расцветка, ребят, очень крутая. Ну, дома сейчас померю. Что, теперь у нас другая шапочка, ребята. Будем ее атрофеивать. Ну, классно сделано, ребята. По костюму пока ничего не могу сказать. Походим. Потом сделаем свой вывод. Но, я так понимаю, ребят, здесь
ну, для людей все понятно. Так как не просто взяли, сняли там размеры, там, да, 56 там, 58, а конкретно талия, грудь, голова, все замеры снимались, ну, индивидуально, короче. Подход очень капитальный. Ладно, пойду померю. Все, ребят, все готово, настроение кайф. До утра, в общем. Корешок меня забросит в Сыктывкар, потому что автобуса нету раннего такого. Ну и в 7 часов у нас поезд. Ну и дальше больше. Поехали.
Где рыба главный? Где рыба главный? Что-то не видать. Станция Печора, ребята. Прибыли. Где-то надо там. Или не успел. Пойду звонить. У вас есть? Сейчас подъедем, давай тогда заберу или что? Ага. Нет, у меня так что вообще дробей. Как нелегально? Вон стоит. Это все легально. Японец. Всегда все официально и легально. О, красота. Он там же должен вот это Красота. шире делаться, чтобы... Да, нормально, нормально, Русь. Пойдет? Да, да, конечно. Ну, выдвинуть. Да, 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 он же там лямки Ну, эти. все, да. И он это будет. Потом я сильно... Вот, ребятки, свежачок, ездек. Отдыхает. Закоптился. Да, пришел он, я пытался всем Вот, коптильня. ну, все получится. Молодцы ребята. Рыбку обрабатывают. Я и важно, только все. Ну что, друзья, всем привет еще раз. Андрей наконец-то приехал. Есть такое дело. Здравствуй. Здорово, брат. Ровно 2 месяца. Ровно 2 месяца. Да, мы уезжали А, да. 1 апреля, сегодня 2 июня. Четко порыбачили, закрыли Ну, сезон. попробуем сегодня порыбачить с Андреем. Правда, у нас тут сутки напролет тоже дождь был. Не знаю, скажется, не скажется на клеве. Сейчас вот, Валера, в гараже находимся. Наш улов, это еще маленькая рыбка. Вот у нас хороший улов, который был. Вот это ездек. Это и есть холодного копчения. Ну вот, Такие лапти. да, слушай, красота. Уже готовы, можно есть. Коптили. Сколько, Валер, там? Ну, где-то Минут 20-30. 25. Короче, до 30 минут холодное копчение делается. Угу. Вот в такой интересной коптилке. Я уже у себя на канале показывал. Это электростатическая коптилка. Давно ее собирал. Вот Валерий дал попробовать, ему понравилось. Теперь сам заказал себе высоковольтный генератор, там шипы специальные. Будет сам собирать. Можно корбом купить, а можно по отдельности Мгм. запчасти. И собрать, и все, в гараже спокойно вот коптить. Да. 20-30 минут. Рыбу чисто солишь, потом выветриваешь чуть-чуть, чтобы она подсохла, без влаги было. Это для того, чтобы дым лег на рыбу. Ну и принцип статики, я думаю, все знаете. Физика, там 7 класс. Угу. Когда электролизуешь, прилипает там бумажка. Тут просто дым электролизуется, прилипает на Интересно, рыбу. интересно, не видел я такой вариантик, да. Вообще быстро, и не надо там сидеть 10 часов, а то и 20. А то и 20. Вот Валера купил себе металлическую, нержавеющую. Ну, я ее переделал. подсушу. Мгм. Я чисто подсушил. Это типа хобби смон, наверное, да, что-то такое? Наподобие такого, да, только другое. Начинал я с этого. Есть такое Я дело. тоже начинал с этого, потом думаю, что это как-то долго. Что-то долговато, да. И вот потом нашел, вот на Алексея вышел, Все понятно. славянский коптильни. Вот он, Порекомендуешь, короче. ну, ящик сам Тема собрал. вообще хорошая. А так, да, вот высоковольтный до сих пор Ну и работает. можно смотреть, даже не открывая, да? Так ты вот почему стекло сюда сделал? Допустим, дым, когда там набирается, прикольно это наблюдать за этим. Ну и плюс надо контролировать Ага. процесс, потому что статика, Дым был. статика это, если где-то прошивает, дым, допустим, наполнился, и где-то статика прошивает, то дым не будет электролизоваться и не будет осаждаться на продукт.
Поэтому стекло, даже не обязательно большое, можно маленькое. Короче, сделать. братское сердце, ты как по бане загорелся, так и по Коптимле, я понял. Не грузи людей. Да, по бане, Надо да, попроще вообще. чуть-чуть рассказал, тут дым этот. Только щепа еще. Ну смотри, она там уже копченая какая. А что, на чем копите, Валя? А? Ну вот сейчас взяли бук, вообще классно. Бук? Да, лучше, чем ольха, мне вот больше он понравился. Ну по Всё вкусу это- попробуем. По вкусу, да, еще. Слушай, а там же и на яблоне, и на черемухе, Ой, или в чем яблоня только? очень плохо, она вся сырая, я вот сколько пытался. Ольха или вот бук сейчас только попробую. Все, понял. А яблонь тоже все есть, оно не ахти. Это Это вот как- бук. Это бук. Буком. Это не хариус, это бук. Ну, рыбка хариус. Большая Копчененький. такая. Вот была просто. Класс. Решили попробовать. Класс, класс. Андрей, кстати, угощу. Я не знаю, ты такую-то ешь? Ты Конечно. просто соленую не ешь. Не, соленый не ем, а вот это прям... Хариуса я тебе сегодня угощу. Это бомба, да. Ну, круто. Море. Печорское море. Можно сказать, Печорское море 2. Ну да. Рыбачки. Да дождик опять, видишь, ну, обещали вроде как к вечеру небольшой. Слушай, уезжал дождь, приехал дождь. А ты говорил 30 градусов. Ты нам Жара. дождь привез. Как так? Вообще, Я смотри, затянуло все. Телеграм видел. Еду туда, где нет дождя. Да-да-да. Это ты сказал 30 градусов жара. Я в шортах поехал. Вчера только в трусах тут на рыбалку ходили. Ну вот, видишь, блин. Ладно. Местные собаки. Раньше ходил, короче, когда карпа тут ловил. Там ощеница. Вот таких маленьких щенята приходят. Как карпов наедятся, пузы вот такие. Ну, вот таких карпиков даешь. Только хрумкали, так, вообще пофиг. А тут сейчас, видишь, запретку сделали, загородили перемычку бетонную. И как-то перестал ходить. А так везде тут можно рыбачить, там подальше. Видишь, наверное, сейчас там рыбачат. Да, нормальная тема. Острые, Печора. Там камера не передаст, конечно. Так, ребят, ну чё, в целом, едем на дачу. Руслан опять везет ссылку меня. Все, можете меня Но ругать. я уже приготовился, купил эту местную сим-карту, так что на связи будем. Ну, едем, в общем, на дачу. По магазинам маленько затарились так на 2-3 денька. Вот. Здесь белые ночи. Ну, питерцев там, кто там в Карелии живет, не удивить, наверное, этим. Можно ночью спокойно рыбачить, в общем, даже на моторе спокойно. Да. Вот, сегодня разведочка, съездим на моторе, попробуем яська половить, ну а дальше больше, погода вроде там дальше будет хорошая, и Руся там будет руководить парадом, может и хорюска попробуем, короче, как-то что-то будем пытаться, вот дождь пошел, правда. Едем на дачу, там будем базироваться, ну а вечером попробуем порыбалить. Все, долетел классно, ребят, скоростной, 8 часов, ну, плюс-минус там я еще с деревни до Сыктывкара. Короче, дорога 10 часов у меня заняла, я даже вот, ну, не устал, а то обычно сутками былишь. Сейчас устанешь. Какие дела, ребят? Все, класс. Ну молодец, что приехал. Ну что у меня там беда, сам видел. Да, хоть тоже тут дел много выше крыши, но попробуем съездить. Так что так, Русю, короче, я от огородов маленько подорвал. Ну ладно. Сезон у нас, да, чисто тоже начинается. Ладно. На севере, ребят, только начинается. Кто-то уже урожай собирает, а здесь только-только Кто-то начинается. уже второй сажает, Да, наверное. да, есть такое, конечно, в Краснодаре там уже Картошка. помидоры, картоха. Ладно, ребят. Все, до дачи. Да. Хорошо, да? Собак Да, Ну что, ребята, на кордоне. Вот там я жил, как многие помните, весеннюю рыбалку, зимнюю. Вот. Ну что тут изменилось в Руси? Вот пристроечку еще сделал дополнительную.
Вот такую хозпостройку. Молодец. Скважину сделал, там что-то новую. Ну, банька. Баньку видели. Красота, порядок. Сухой такой участок, очень мне нравится. В бару. Сухо, песочек. Но здесь будет дом у него. Порядок. Молодец. А сейчас пока здесь будем заниматься, обустраиваться, покушаем. Снасти приготовим. Такие дела. Поедем. Ага. Ее положи, потому что я могу забыть. Добро, добро. Вот. Короче, я тут чай, не знаю, понабрал. Смотри, тут продуктов, я тут пока свою делал. 2 пакета, честно, собирал. Ну все. Так, слушай, я чай заварной воду взял. Давай можем заварить. Сахар Я вот. в чай, то термос запариваю обычно. Сахар вот пучковой. Не знаю, кетчуп для чего-то взял. Я говорю, что все есть, майонез и кетчуп, и такой кофе, чай. Масло растительное. нам Экватара только нету. нету. Тишина. Тишина, Руся не пьет. И нам не дает. Давай, мужик. Давай, за приезд. С рыбалочкой. Молодец, что собрался. Спонтанно, конечно, все у нас тут быстренько получилось. Так, бери билет тогда. Нормально. Пока погода есть. Пока погода, да. Ну и пока клев. Клево было вчера и завтра. Ну ты половил уже, молодец. Я уже видел. Да. Ладно, по чайку, ребята, дела будем делать. Так, ребят, ну что, перекусили быстренько. Руся там еще кашу согрел. Давай, говорит, горяченького поешь. Соберу я снасти. Здрасте. Пару закидушек. Сегодня на разведку сгоняем. Погода поменялась просто. До этого погода теплая стояла. Вот. Так что здесь может что-то и поменяется. Палки вот, я думаю, может длинноватые будут. Хотя нет. Сводки. Нормально. Сбоку буду сидеть. Руся будет на корме. На корме, говорю, на трансе, на моторе. Так, надо эту тоже. Тут у меня тут бардак тоже. Сейчас все уберу. Так, червей. Достану. Пакеты, тут наушники в поезде. Так, груза. Соточка. Короче, такие дела, ребята. Это у тебя что? Закидушка? Да. Мощная. Так. Досточку потерял. Смотри, тут уже рыбу поймал. Что там еще? Досочку? Да где-то у меня доска была с землей. Садил когда. Жалко новую. Куда я дел-то ее? Там, наверное. Так, спиннинг не сломаешь, смотри у тебя. Не-не-не. Крокодил, пофиг, да? Это же Крокодил. наутилус. Это наутиловский? Да, да. Крутые палочки. Я мне в том году же наутилус прислал. Вторая рыбалка, я себе кончик этот сверху сломал. Да. Я себе так материл. Бывает. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Так, ребят, что по снасти? Ну, донка, закидушка, так скажем, да. Это те же Наутилус Батлер FD, только 270, 180 у меня заряжены, я не стал. Фидерные катушки с дому на шнуре. Снизу груз, сотка и 2 поводка отвода, ребята, сделал. Дома уже крепкие такие мощные. Леска 0,5 и карповые мощные крючки, чтоб, ну, не выеживаться, когда он дуром пойдет, если он пойдет, чтобы не заглатывал и было удобнее цеплять. Вот, типа как астраханская, знаете, такая тема.
Вот, специально толстая леска, чтобы не путалась, не крутилась. Вот. На шнуре, понятно. Вот, и как-то так. Кукурузка с дома привез. Ну, так одна пачка оставалась. Карпомания крупная. Слива. Червь. Вот. Ну, вот как-то вот так будет с насточкой работать. Вот такая штука, ребята. Тест здесь 200 грамм. Мощный. Ну, пока тут, ребятки, снасти готовил, Руська, видите, занимается делами. А вот это жених. Горох сеем. На прикормку потом пойдет. Да-да-да. Так кукурузу надо, Русь, кукурузу. Солнца нету. Ну Горох-то хоть вырастет. На севере, да, ребят, тяжко. Ну, Но ничего, все равно световой растет. день длинный, за счет этого, наверное, и растет. Может быть, Вон согласен. лук уже немножко пророс. Скоро уже на салат пойдет. Мы уже кушаем, слышишь? Но его тоже можно съесть. Зародыш. Да-да-да. Не, у нас уже такой нормальный, мы уже режем. Видишь, Да, все. ну, в этом году можно было раньше посадить, но просто бывает денек, там, знаешь, там минус 2. Ну да. Плюс 15, 20 все днем. А ночью раз заморозок. Тоже плохо. У нас в этом году тоже что-то в мае такая жара была, все там что-то поспешили. На тебе. И хапнуло. Как я, говоришь, кабачки вообще утекли. Да. Утекло все. Дождями все утекло, ребят. Грядки все утекли в этом году нафиг. Не знаю, что будем есть. Че, капитан? Все, подожди сейчас. Подожди еще. Вот тут, Ну, слушай, тут вот пока кинь якорь. давай. Не знаю, течения есть, нету. Вода очень сильно упала. Обычно, когда вода падает, тут течения нету. Вон там чайки бомбят. Нет, это ничего. Что, есть течение? Все. Да, есть. Давай кукурузу ты взял? Да, да. Так, ребят, ну что, мы на воде. Мать Печора. Да. Енисей. Очень великая река у нас в Республике Коми. Не только она и в России считается одна из самых чистых. Ну и богатых, конечно. Вода падает, Руся говорит. Хотя дождь был, ливень. И когда водичка падает, за рыбкой бегать надо, короче. Вот, кстати, у тебя линейка здесь есть, смотри. Да, 50, 10, 20, 25. 55. Есть. Нет, есть вот Ага, такой можно, да? хвост еще. Ну, получается, тут чуть-чуть. Все понятно. Ну, берем самый крупный. Больших. Да. Майонезную банку. Так, ребят, что, Руся новая лодочка. Ну, потом, может, когда-нибудь будет времечко, погодка. Поснимаю, покажу. Держи удочку. Готовим снасти. Пробуем первые забросы делать. Так, с дороги. Соня, может, какую-то такую рыбалку небольшую сделаем. Посмотрим, есть в этой речке рыба или нету. Поехали. Так, что на сегодня, что у нас? Червь, кукурузка. Здесь рыбка большая. Первая чайка вылетает на разведку. Чайка, да? Немного ищет. Чайка, это хорошо. У тебя червь есть? Есть.
Затащил. Так, хозяин делает красиво. Третья поклевка уже у Руси. Хороший. Вот он, ребята, есть. Сюда ходи. О, слушай, хороший. Значит, может поклюет. Не ушел. Опачки. Слушай, ну это вообще килограмм, наверное. Постой, пустой. Что ты уже? Как ты хотел поднять? Слушай, я-то на свою вообще не смогу поднимать. Плохо держится. Крас- Я тогда будешь подводить. я Аккуратно руками- там, Руси. Да, вижу. Да, слушай, тут бортовые вообще маленькие надо. Ну что, друзья, поздравляйте. Ой, красава. Ну да, килограмм. Да не, какой 800. килограмм? 800 грамм. Грамм 600 точно есть. Ой, красота. Грамм 600. Вот они, ребята. Ези. Судочек. Назвался Езем. Да. Полезай в корзинку. Блин, третью поклевку у него сразу подряд. Я нифига. У меня, значит, поводки неправильно стоят. Ты правильно сказал. Надо было тебе, значит, мы лучше закидушку дать. Ладно, сейчас попробуем. Да, сейчас нормально. Распечатаем. Что, на кукурузу? Привыкнуть надо, да. Угу. Все равно рыбалка вроде одна, да, на Изя там, допустим, ты и ловишь. Ну да. И что здесь рыбалка, она другая, отличается. Я тебя не зацеплю там. Да нет, не должен. Бил, как сразу потянул. Да, сразу бам-бам и все. И дома. И будем пытаться на джип поймать. Смотри, что делает этот мужик, а. Смотри, что Слушай, творит. Хороший опять. Творит, смотри, что делает, а. Короче, ясь, значит, сегодня клевал пораньше даже. Ага. Красавчик, Руська. О, наверх не взял. Ага. Чуть поменьше. Там. Да нет, такие четкие. Четкие яски. Все. Руся пошел делать вещи. Так, ладно, я сейчас поближе, ребята, кину. Ты одну кукурузу насадил? Я две. По одной насаживаю. У меня там крючина такой здоровый. Не, так вот, смотри, вот видишь, насаживаю. Угу. Ну, нифига. Ну вот, подошел. Ради кукурузы отлетела одна. Кстати, кормачок, кстати, с кабикормом стоит. Не просто так. Да, по сути, он даже не нужен. Даже не нужен, да? Не, ну думаю, что он там постоял. Угу. Рыба есть, она и будет сама клевать. Она ходит тут. Течение тем Ну более. понятно, тут тяга такая. Ну отлично. Немного. Понял. Пробуем. Короче, ребят, клюет у него, у меня не клюет. 3 езя уже Руська поймал вот на джиголовку. Кстати, простая джиголовка. Просто как груз. Да, подсадка червя летит. И червя, вот, и бывает, езя, говорит, поймает, и миногу он выплевывает. Вот чайки вот сейчас как раз, может, миногу начали ловить. И прям вот эту шкуру прям, говорит, наматываю, одеваю, и вот похрену херачит. Даже глаз можно. Да, короче. Но я пока поклевки не видел. Ну, сейчас мы, я думаю, увидим. Сегодня пасмурная такая погодка. Типа как осенняя какая-то такая. Как будто осень, да. Да, да. Хотя 2 июня, лето. Ночка будет темновато чуть-чуть. Ну ладно. 3 езя и Руся уже завалил. Еще там пару поклевок было у него. Ждем. Так, это прям зачет. Слушай, крючки, смотри, какие. Руся еще одного тянет. Успокоиться немного. Потянет. Не, на эту удочку она тяжелая, твердая. Ну да. Как будто, знаешь, вот килограмм 10 тянешь. А вот эти тоненькие, они гасят, Ну там бланк работает, но. да, они гасят рывочки вот эти, ну приятно. А тут как будто, да, мешок кирпичей тянешь. Ну слушай, Русь, надо что-то менять. У меня снасть неправильно, значит. О, хороший. Ушел. Ничего Зараза. страшного. Страшного, мы его видели. Так, ладно, буду перевязывать. Нет, у тебя вот так же все, смотри, у тебя просто поводок как бы болтается, ты должен взять. Слушай, ну у меня леска там толстая еще. Это вообще пофиг.
На поводке я имею в виду. Не-не, вот эти. Не зацепил это? Не, у меня он длинный. Далеко этот. Ну, хороший был этот. Да, хороший там видно был дядька, ну. Такой прям лопатек. И смотри, сразу вот поклевка тянет прям. Ну, Маленькие такие тын-тын. Хм. А это прям... интересно, девки пляшут. Так, ладно. Сейчас мы, ребята, тут немножко поменяем. У меня есть еще оранжевый, это головка. Так, ребят, что, перевязался, короче. Поставил тоньше поводки и крючочки поменьше. Посмотрим, разница будет. Ну просто ни одной поклевки еще я не видел. Крючочек поменьше, тут крючок он стоит, это же головка. Руся он тягает только так. Ну что, Не, понятно. будет. Хозяин. Сейчас будет все, Андрей. Сейчас посмотрим, ребята, будет разница, нет? Чайки начали бушевать, это хорошо. Что-то начали, потом затихли, сейчас опять начали. Так, Русь, сейчас я одного поймаю. Надо, чтобы руки рыбы запахли. И чайку вдарим. Ты кружку взял? Да, все взял. Сальцо, все есть. Как в аптеке. Знаете, как в анекдоте, вот есть вот, ну это, наверное, правда, вот две лунки рядом, вот он сидит, ловит, ты не ловишь. Хотя вот, допустим, яйца, ну он без разницы, он кидается. Не привередовал? Да, он не привереда, но все-таки нифига. Нет поклевок. Хотя, что тут может быть? Грузило, крючки, поводки, да и все. Кукуруза с одной банки. Вот тут сошел, а есть, здесь есть. Я хотел Андрею одну удочку дать. Он вытащил. Вот я с какой, кстати, стороны рукоятка? Что у меня? С левой? У меня потому что все с правой. Видел, как начал? Да, да, у тебя на оба. И на эту, и на ту, говорит. Здесь тоже прям хорошо почувствовал. Ну такой, знаешь, так дзынь. Губу рвет. Нормальный дядька. У Руси на обе. А тут ни хрена как в колодце. Ты специально, Колодцы там ловил. ты специально, Русь, так сделал, да? Бубенчиком который. Блин, слушай, ну это как-то даже не не интересно. Что у меня там такое? Даже не интересно. Ну-ка, если я туда. А если я сюда? Опа. Смотри, что делает сходу. Вот, слушай, это тоже прям тянет. Вот, пошел. На, держи эту удочку. На донку, кстати, больше сходов, чем вот на джиголовку. Ну, понятно. Он джиголовку прям хватает. Угу. Ну, видишь, тоже сходы, конечно, есть. Но там уже в наглую тянет. А тут крючочек. Один раз вообще одна рыбалка, одни сходы. О, какая пасть, смотри у него. Да, это хороший дядька. Слушай, у меня тут клюет на... Там, смотри, тянет. Блин, сошел там. Ни хрена не могу понять я. Что не так? Да. Полезай. Ну что там? Пошла жара. Вот взял, ребята, палку в Руси и вот, не знаю, заколдовано. С борта тут немножко неудобно. Ну ничего. О, первый мой язык, ребята. На пятерке. О, тихо.
Шустряк какой. Опа. Ну, поздравляем. За ноздрю его, понял? А, он даже не клюнул, он забагрился. За ноздрю я его. Он Разговорчивый. занюхивал. Ну вот, ребят, что, как-то так. Оп, правильно рыбак тряпочку берет, Ну да. а я в штаны. Взял вот закидушку и все, и сразу поклевка. Вот тоже с борта получается. Хрен его знает. Сейчас посмотрим, что тут все мутит. Ну да, коротенькие поводочки у него. Да это то, что еще обрезал, говорю, мормышка. Но все равно. Лень было привязывать. Ложка, тоже два поводка, но вот коротенькие, видите. Кукурузка. Русь, далеко кукуруза? Кидай это. Не, кукуруза далеко у тебя? А, кукуруза? Да, мне надо патрончик один зарядить. Кстати, надо тут. Потом, кстати, можно миногу также, если минога будет. Я ее пополам делаю и на крючок. Кстати, ту надо попробовать. Сливовую или как там? Сливовую. Кукурузу, которую я привез. А, да, все пока. Так. Так, сейчас, Русь, еще одного поймаю. И чай. Давай. Чай охота самому что-то. Но на реке все равно зябко, ребята. 5 градусов всего. Нормально, не холодно? Но пока терпимо. Ноги, главное, не мерзнут. Кстати, да. Вот, Самое главное. вот так с камеры будет. Есть контакт, ребята. С этой стороны. Нормально, дядька. Тихо-тихо, успокоился. Давай домой. О, какие иски, ребята, хорошенькие. Вот такой дядька попался. Ну, теперь заслуженно. Вон Руся сколько накидал уже, ребят. Красота. Ну вот. Удочка заветная, ребятки. Ловит. Кто бы, да, сказал. Кто бы мог подумать. А почему-то как-то так получается. Не, короче, я ставлю головку, через две, отпускаю по течению и пьем чай. Да, давай. Потом мы так будем. Давай, Один раз Русь. с Валерой. Я приехал обратно, у меня полный термос чая. Она клевала как из Ну, пулемета. клювало, значит, хорошо, если полный чай. Да, Когда не клюет, там, вроде чай хочется попить, либо порыбачить, когда так клюет. Вроде и нарыбачились уже, но все равно. Азарт, так, ну что, второй. Правда, вас оставлю. вот нифига связал, называется. Вот что, вот почему-то разница есть какая-то. За первую рыбку не выпили, за вторую пьем. Ты-то уже десяток копанул, тебе-то уже хватит. Мне уже не наливать, да? Да, тебе уже не наливать. Хорошо. Чайки бушуют, ребята. Ух, разошлись. Заразы. Руся говорит, миногу лупят они. Котлован там получается. Миногу. М. Бедные там. Конечно. Есть. А я прозевал. Но Был что-то занят такое важными делами. затишье небольшое было, ребят. Просто по течению ставил. Жду. Размер. Хорошенький. Тихо, брат. Тихо. Конечно, килограмм нет, где там бегают. Ну такие хорошенькие. Едовые. Ой, по большой воде вот прям вообще почему-то хорошо берут. Потом куда-то уходит. Так, ладно. Хотели уже немножко сместиться. Как-то пауза была.
За чайками, ребят, надо ползти за чайками. Сейчас червяка насажу. Ну, давай, Глаз какой ему не нравится. попробуй. Хотя глаз он видит. Пока на кукурузу вон. А, недалеко. Кукурузу цепануть. Ну, в принципе, как-то вот так рыбалочка с лодки, нельзя. С берега, кстати, интереснее, конечно. Колокольчик. Ну, там, с берега, да, мне более привычный, конечно. возле костерка посидеть. Ну, когда клев. А так вот, как-то так вот, ищешь котлован. Ну, в принципе, на водохранилищах так жереха ищет, когда он хлопает. Окуня также. Чайка все показывает. Ну, вот как бы вот плюс-минус вот такая будет, такое освещение. Пасмурно сегодня. Хотя время уже сколько, Русь? 10. 10 часов. До 11, может, еще чуть стемнеет, а потом... Ну, в общем, так.